Всем привет, друзья! С вами Александр Бабков и канал Distraction Test. И сегодня на обзоре автомобиль для ценителей японского автомобилестроения. Встречайте! Краун в 131 кузове. Итак, друзья, мы дождались, мы очень долго его искали, нашли для вас, чтобы вы посмотрели своим взглядом, какие делали автомобили в Японии в 91 году. Это автомобиль почти мой ровесник. Выглядит он, если меня его поставить, он, наверное, лучше меня выглядит в любом случае. Если его заставить сейчас поехать в кругосветное путешествие, он приедет и вернется. А я 15 километров пробежать, для меня это было бы, наверное, сложно. Поэтому он в лучшем состоянии, чем я. Что касается внешности, кто узнал, это whitebody, но это не просто whitebody, это УЗС 131. Кто знает, тот поймет. Кстати, на самом деле многие люди не понимают, что есть заводские комплектации этого автомобиля 4-литровым УЗ, о котором мы поговорим чуть позже. В общем, внешние отличия какие? Это whitebody, это понятное дело. И все по стоку, кроме дисков. Диски на этом кузове смотрятся неплохо, такие хромированные. Можно, конечно, поставить сток, там они, по-моему, 14 размера, смотрится так себе. Но в целом неплохо. На этих дисках он хорошо смотрится. Тут пневмоподвеска, не будем об этом забывать. Она опускается, поднимается, продемонстрируем чуть позже. В общем-то, внешность узнаваемая. Кто знает, кто ездил на таких автомобилях, далекие, не знаю, 2000-х, начало 2000-х годов, конец 90-х. Эти автомобили, их было очень много, но именно в этой комплектации их единицы. Итак, ребят, пойдемте посмотрим двигатель. Мы открыли капот, видим УЗ. Это родной двигатель, это никакой не свап, ничего такого. Это именно родной моторчик для этого кузова. 4 литра, 260 лошадей. Говорить технические вещи вы все сами прекрасно знаете, кто пишет комментарии. Смысла нет, вы все умнее меня и все такое. Поэтому говорить о нем мы не будем. Знаем, что тут 4 литра, 260 лошадей. Этого вполне достаточно. Что отличает обычного 2-литрового, 2,5, неважно, от именно этого кузова, так это комфорт салона. Как вы знаете, Краун, типа король, да? Есть у японцев сендури, кто возит императора, а это получается королей. Типа того. То есть, если вы хорошо зарабатывали, или вы какой-нибудь главарь якудзы, вы ездили именно на таких автомобилях и наслаждались. Сейчас объясню почему. Такими автомобилями владели богатые люди. Садимся назад. Видим обилие велюра, очень мягкий, практичный материал, который просто не убивается за эти 30 лет, сколько существует этот автомобиль. В общем, сели назад. Тут у нас, пожалуйста, огромный подлокотник с огромнейшим боксом. Это еще только начало, ребят. Вот здесь сзади у нас есть, мать его, холодильник на 4, примерно 4,033 банки, которые вам предоставляют, получается, у вас тут есть свой бар. Но у вас есть не только бар. Вы можете сделать вот так, откинуться и просто поехать, наслаждаясь. Но что еще нужно для наслаждения? Видите вот эти дефлекторы? У вас тут отдельный задний климат-контроль. То есть тут и печка, и задний кондиционер. Также тут управление стереосистемой, которая тут тоже, соответственно, родная. Прикуриватель, это понятно. Здесь же у нас унижение пассажира, то есть тут должен сидеть более важный человек, нежели здесь. Тут он унижает просто пассажира, говорит: иди ты там сядь, я ноги хочу расставить получше. В принципе, и здесь даже сейчас отодвинуто полностью вперед, я расслабился, и мне очень много места. То есть у меня тут дует, тут я могу почитать какую-то книгу и наслаждаться, собственно говоря, жизнью. Пойдем вперед. Офигенно мягкие сиденья, прям, очень шикарно. Единственное, что не очень привычно, это коротковатая спинка, но в целом удобно сидеть на самом деле. Безрамочные двери, это все понятно, на всех краунах такая штука, тут свет, но это все не столь важно. Тут бардачки, всякие различные штуки, все это тоже особо ничего. Как эта штука открывается? Как-то же, вот. Тут у нас очень интересная штука, сейчас я вам достану ее, разрейте. Вот так достается. Это у нас пультик от, опять-таки, стереосистемы. То есть, если вашему пассажиру сзади неудобно тянуться до этого туннеля, вы можете дать ему пульт, и он будет управлять вашей музыкой
с места, получается, здесь. Тут также есть два входа тюльпаны для выхода на телевизор. Тут бывает опционально некоторые тут телевизор еще стоит. Представляете, да? То есть в 91 году. Но самое интересное, это, конечно, здесь. Ну, электротабло это просто на то время казалось космически. Да и сейчас это, в принципе, смотрится очень неплохо. Такое, типа, ты сидишь за рулем космолета и все такого. Здесь у нас регулировка задних сидений. Чтобы если вдруг, ну, не будешь заставлять своего босса, подвиньте сиденье обратно, пожалуйста. Ты взял и убрал как положено. Автомат, все понятно. Здесь у нас целая стереосистема с целой графикой, где будут лучше играть музыка, в каком балансе. Здесь у нас опять-таки климат-контроль. Также задний, передний, двухзонный получается. Тут кассета, диск. А вот это мультивижн. Он показывает, естественно, куда колонки там и так далее. Тут очень много японских. Представьте, если это в 91 году было, если сейчас это прошить, поставить типа вот эти Android Auto, ставят же такие магнитолы, в этом же корпусе оставить это все. Представляете, как это будет круто? Я даже, ну это очень интересно, но в стоке тоже интересно. Свинг, кто знает, двигающиеся вот эти дефлекторы, это все интересно. Также здесь стоит темсовская подвеска, вот здесь, пожалуйста. И, естественно, пневмо. Также ТРК и подушка безопасности. 91 год, чтобы вы понимали. Единственное, что не очень привычно, это вы открываете вот этот козыречек. Вот этот, открыли козырек, тут у вас нет зеркала. Подумайте, где же люхури? Где люхури? А вот открываете бардачочек, вот так, оп, открыли. И вот так вот взяли, подняли зеркало, посмотрелись, убрали и закрыли. Какой все-таки тут пластик, это просто божественно. Он просто, вот, посмотрите, прогибается пальцем, настолько он мягкий, что за 30 лет в машине ничего не скрипит, не шумит, никаких звуков нет. Я не говорю про электрорегулировки, которые все, естественно, работают. То есть вот я двигаюсь назад, вперед, как хотите, там облокачиваюсь. Все электросиденья, то есть и передние, и задние. Обдув этих сидений, вентиляция, вернее, не нужна, потому что велюр, он такой материал, который в нем не жарко сидеть. Это лучшее, мне кажется, чем кожа. Но бывают опциональные кожаные салоны этих автомобилей. Поэтому велюровые, конечно, более по кайфу, труд GDM, все дела. То есть не заводская, так сказать, да? Пульт от управления пневмой. Тут у нас общий перед, общий зад по колесам. Все сдуть, надуть и накачать ресивер, чтобы все это быстро функционировало. Сейчас я покажу, как это работает. Ну и еще одна неродная штука, это в родной магнитоле выход AUX, чтобы включить свой телефон, слушать свою музыку, а не кассеты там, ну или CD диски. Так что вот так. Поднимай. Юрий, поднимайте. Чтобы вы понимали, насколько высоко может подняться пневма. Это вот, смотрите, я могу сесть на корточки. И вот, ну, грубо говоря, можно пролезть спокойно. То есть, если поставить какого-нибудь внедорожника с ним рядом, примерно будет одно. То есть, ты можешь спокойно поехать. Если ты видишь плохую дорогу, поднялся, проехал, опустился и все. Миллиметров 230, да? Я не знаю, сколько тут миллиметров, у меня нет с собой рулетки, но... У меня есть рулетка? 15 сантиметров вроде бы разница. Неси рулетку. Давай неси рулетку. Мы просто потом, когда опустим... Ну, тут можно по бамперу. Максимально поднятый зад, и мы видим, до бампера у нас 48 сантиметров. 480 миллиметров. 480, мать его, миллиметров. Теперь поднимаем перед. Он поднимает. Итак, 28, да? ну, где-то так, около 30 сантиметров получается. Поднялся перед. А теперь роняем полностью и сравниваем, насколько сильно поднимается этот автомобиль и опускается. 48 же было? Да. 50 сантиметров. Алло. А что ты там не снимаешь-то? Мою жопу снимаешь, да? Типа 30, да, 28 сантиметров зад, 20 сантиметров. 20 сантиметров просто поднимается. Сколько было здесь? 30? 28 здесь 18, наверное, да? Какой 18, блядь? Ну да, где-то так. Запускаем легенду японского автомобилестроения. Ух. Это еще не все, чтобы вы понимали. Тут электрорегулировка руля во всех плоскостях, как вам удобно вы ставите. Все работает. Итак, поехали.
В общем, друзья, эта штука, просто ты садишься и понимаешь, сколько было комфортно в то время управлять автомобилем. Мягко, плавно, учитывая, что здесь 18-е колеса, газ такой тугой, он говорит вам: ты уверен, сэр, добавить газу, задних пассажиров не укачает, потому что это как колыбельная. 18-е колеса, низкий профиль, но плавность хода у 131-го на пневме просто не отнять. Это просто что-то другое. Очень мягко, плавно разгоняешься, очень мягко, плавно проезжаешь все неровности, можешь просто вот откинуться и поехать. Шумоизоляция, кстати говоря, для 91 года, для японского автомобиля, обычно в японцах не такая хорошая шумоизоляция. Тут очень тихо, приятно ездить. Также тут для веселья стоит заслонка на выпуске. То есть, когда вы поднимаете около 3,5-4 тысяч оборотов, открывается заслоночка, и вы начинаете показывать, что у вас V-образная восьмерка. Итак, попробуем надавить. Эта штука уверенно разгоняется. То есть 4 литров на тонну 700 веса вполне себе достаточно. Это вам не 2-литровый, не чаргерный 2 литра. Это честные 4 литра на 8 цилиндрах. Очень приятно управлять таким автомобилем. Из наворотов тут очень много всего. 8 динамиков. Блин, вы можете слушать любой звук автомобиля, любую музыку, вам будет приятно ее слушать, потому что здесь не такие, знаете, как сейчас делают, такие типа 4 динамика ни о чемные, которые хрипят. Все, тут именно премиальный звук на то время. Да и в принципе в наше время я не думаю, что он плох. Итак, тормозим. Естественно, тормоза тут, как у всей Toyota, не такие хорошие, но эта машина не создана для каких-то там гонок. Она просто создана для того, чтобы спокойно передвигаться по городу. Да, в принципе, по любым дорогам он может передвигаться. Просто не будешь же ты ездить по гравийке на таком автомобиле. Ты должен ездить вот так и наслаждаться тем, что у тебя такой автомобиль. Конечно, люди не все понимают, что это легендарная машина. Если кто-то посмотрит на него просто вот так, подумает, что это просто старая машина. Но стоят такие экземпляры, именно на 4 литрах, их надо еще найти, могут доходить до 1 000 000 рублей. То есть, если вы купили такой автомобиль, как в случае с Целикой, купить автомобиль типа за 700 такой, и все подумают, что, блядь, 30-летнюю Toyota за 700 тысяч рублей. Но до того, как они попадут внутрь, потому что попасть внутрь сюда и понять, насколько это круто, может, ну, просто каждого это, мне кажется, удивит то, что тут есть. Круиз-контроль, понятное дело. Датчик дождя, датчик света. И датчик дождя, по-моему, кстати, тоже может тут, кстати, есть. Я, честно говоря, не помню. Это даже не важно. Датчик света, круиз-контроль. Вы настроили, поехали. Тут есть всякие кнопочки, которые где-то тут есть, типа как пилотная. То есть у вас уберется тахометр. Будет такой большой спидометр, что вы ехали по трассе и видели, сколько вы едете. Зачем вам тахометр на этом автомобиле, когда вы едете, просто наслаждаясь ездой. Это очень приятная машина. Смотрите, мы едем просто по убитой дороге. И я прям наслаждаюсь тем, как я еду. Это очень классно. При том, что у меня есть и динамика, которую я могу показать на трассе, там, поехать уверенно, там, в палас надавил и пошел. То есть очень-очень приятно. Я даже не представляю, как эта машина едет на родных 14 колесах. Это, наверное, очень мягко, как огромный корабль. Ты просто вот так вот по волнам плаваешь. Это ни с чем не сравнимо. Отличие от обычного такого же Крауна. Это передний рычаг верхний, он в сборе с шаровой, то есть у других он идет раздельно, тут в сборе. А так в целом все такое же, за исключением пневмо и темса. В общем-то вот так. Да, роликовый одометр, но тут есть цифровой одометр суточный, что самое интересное, да, забавно. То есть у вас есть 2 суточных электронных, есть общий. Машина просто, бомбезная. Такие найти в таком состоянии, у которого все будет работать, это просто находка. Мы охотились за этим автомобилем очень долго. И наконец-то мы дошли до него, и я прям еду, и у меня улыбка не сходит с лица, потому что это реально классная тачка. От того, что ты в 91 году мог получить такие функции, и какие сейчас ты смотришь на свежие Toyota, и там ничего нет, просто завораживает взор, взгляд, все что угодно. Ты
понимаешь, насколько тогда было круто передвигаться на таких машинах. Да и сейчас это круто. Просто не все понимают. Вот и все. Очень приятная тачка. О, блин, кочка. Оп-оп. Вполне себе достойно. В колхозе такой автомобиль не нужен. Не нужно его тонировать. Он должен быть вот такой. Ты должен, как главарь якудзы, ездить по городу своему и наслаждаться. Блин, тут даже неохота говорить громко. Ты можешь говорить спокойным голосом, спокойно, размеренно общаться и наслаждаться. Автомобиль — наслаждение. Единственное, что мне приходит в голову на этот автомобиль. От того, сколько тут всякой электроники, как это все работает, тоже немаловажно. Это просто, я не знаю, вот машина реально почти моя ровесница. И, блин, в ней все работает, все отлично, все приятно. Да, руление, там рулежка не такая хорошая, как на спортивных автомобилях, но это же не спортивный автомобиль. Вы должны просто ехать из точки А в точку Б с максимальным комфортом. То есть это Century для не для бедных даже, ну, кто не дорос до Century, кто не император, тот король и ездит на таком автомобиле. Очень приятно. Сука, она так и упала, блядь. Ждал, когда она упадет, блядь. Блин, какой он все-таки клевый. Тебе нравится он, как он едет? Да, да. Мягко, плавно, размеренно. Не надо никуда торопиться. Просто охота ездить. Давай включим климат. Я-то что, я-то привыкший. Выставим температуру типа 22 градуса. Вот. Давно И пора. подуло. Давно пора. Свинг заработал, дефлекторы Потеет. задвигались, и мы едем. Сзади бы еще 4 баночки ехать. Пивасика на оператор. Нет, просто купить баночки 4 холодненького, так попивать, посидеть сзади, понаслаждаться. Какой ты удостоившись такого автомобиля. Это очень приятно. Ну вот с кондиционером ты реально едешь и наслаждаешься. Это просто кайф. Тут, блин, машины, которые 2008 года, не у всех кондиционер работает. Тут машина 91-го, у него работает 2 кондиционера, чтобы вы понимали. Холодильник, блин, ионизатор. Тут все, что угодно вот есть, в этом автомобиле все есть. Просто кайф. Подушка безопасности даже в 91 году была здесь. Ну, правда, водительская, но она есть. Трекшн контроль, который здесь в 91 году стоит. Экран в 91 году. Двухзонный климат в 91 году. Круиз-контроль в 91 году. Электрорегулировки сидений, руля, зеркал, все электро. Все работает в 91 году. Прошло 30 лет, и это все до сих пор работает. Насколько все-таки раньше было лучше. Это факт. Автомат, который, я уверен, родной тут с завода стоит. Двигатель, который тут стоит с завода, который, блин, ресурсно, бешено. Ну, вы все прекрасно это знаете сами. Я технические части даже говорить не хочу, потому что вы все равно все лучше знаете меня. Надо говорить респект хозяевам, которые держат. Да, самое главное, да, который покупает такие автомобили, несмотря на там стереотипы, что эта машина старая или еще что-то. Это машина для души, которая радует тебя постоянно. Да, мне кажется, в нашем городе много кто уважает такие тачки. Ну, я видел, вот ты проезжаешь на каком-то, например, новом Lexus, на тебя кто-то посмотрит, а ты проезжаешь на Крауне, на таком, и те такие смотрят, типа, думают, что за старье, типа, что за катафалк, там, не знаю. Ну, многие, вот, если так послушать людей, многие не понимают, на самом деле, этих тачек. А ты едешь и такой, вая, по кайфу. Просто песня, конечно. И держать такие машины именно в таком стоковом состоянии, это просто песня. Тут не нужно ничего колхозить. Да, вот диски поставили, красиво, ему идут японские ворки, и все классно. Вот человек, видите, едет на фите, нас посмотрел, подумал, блин, клевый Краун. Тоже себе такой хочу. А найти его будет очень и очень сложно, ребят, уж поверьте. Блин, корабль, конечно, просто корабль. Огромнейший капот. Даже вот есть, ну, на всех Краунах это есть, на старых, по крайней мере, что у тебя, если перегорела какая-то лампочка, у тебя там загорается лампочка, что посмотрите задние фонари, пожалуйста, поменяйте лампочки,
То есть тебе даже не надо выходить, смотреть, у тебя все показывается, все электрическое. Только на старых, если Все, новых нет. все по кайфу. Да. И ты едешь и просто кайфуешь. Это божественно, конечно. Я прям респектую этому автомобилю. Это реально автомобиль, который больше не делают. Сделан для людей, людьми для людей. И хозяин респект. Ну и хозяину, естественно, респекту. Удержит его в таком приятном состоянии. Тут даже, лобовое стекло родное, чтобы вы понимали. Ну что, друзья, в итоге мы скажем, что автомобилю 30 лет, автомобиль для королей, для кто ценит эти автомобили, кто их любит, уважает, кто за ними следит и держит их в таком достойном, прекрасном состоянии, чтобы наслаждаться ездой каждый день, зимой, летом, неважно, поехать быстро, разогнаться до сотни за 7 секунд, потом спустить пневму, стоять красиво возле магазина, сесть в машину, поехать на пляж, поднять, ничего не зацепить, опуститься, поехать дальше и все. С вами был Александр Бобков, подписывайтесь на канал, ставьте там пальцы вверх в Инстаграм, в ТикТок, там в WhatsApp, не знаю, куда хотите, подписывайтесь. Всем пока!